Бухгалтер Анархан Арстанбекова вспоминает, раньше, чтобы сдать отчет, она простаивала в огромных очередях и заполняла кучу бумаг. Нынче все легко и просто. К тому же, теперь она может страховые взносы отправлять через единый казначейский счет. Единый счет вот, бир счет ачылды казначействода. Нам приходилось переводить взносы через 2 счета. Раньше в соцфонде оплачивали по 2 направлениям – пенсионные взносы и государственные. Сейчас же все единый казначейский счет. Это экономит наше время, очень удобно. Мне, к примеру, достаточно оплатить через мой банк и нет необходимости оббивать пороги. Производить оплату можно в электронном формате. Так, в автоматическом режиме платеж осуществляется через систему Түндүк. Нововведение в первую очередь экономит время и средства налогоплательщиков. Для той категории плательщиков, а именно государственных учреждений, у которых самих счета находятся на учете как и доходов и расходов на единых казначейских счетах, зачисляются одновременно, они уже могут автоматически перечислять как по расходам, так и на доходы на те имеющиеся казначейские счета. На казначейском счете осуществляется единый учет и контроль платежей. Для государства это прозрачность движения всех доходов, как по налогам, так и по страховым взносам. Кроме того, учитывая то, что Государственная налоговая служба ведет единый учет сдавших отчеты как по налогам, по страховым взносам в едином окне территориальных налоговых органов, поэтому и им удобно вести контроль как начислений, так и поступлений. Специалисты напоминают плательщикам, что при оплате страховых взносов для правильного их зачисления необходимо указывать соответствующие реквизиты расчетных счетов. Страховые взносы необходимо вносить в соответствии с кодом платежей бюджетной классификации. Сумма платежа по страховым взносам производится по каждому коду отдельно. Отметим, перечень счетов для зачисления страховых взносов размещен на сайте ГНС www.st.gov.kg в разделе «База знаний» и далее «Страховые взносы». Улан Касенов, Бексултан Курманбек уулу, Алато 24.